Обломки рам, кирпичи, сожженные вещи, щепки, груда металла – это все, что осталось от двухэтажного многоквартирного дома по улице Демирджипа в Гагре. Злата Симонова показывает, как сейчас выглядит место, в котором она прожила почти 40 лет. Эти снимки запечатлены сразу после пожара. Это все, что осталось, да? Да, это все, что осталось. Он горел даже больше недели, этот дом. Жители дома номер 35 по улице Демирджипа рассказывают, что был обычный рабочий апрельский день. Практически все они были на работе, за исключением нескольких человек. Дома осталась мама Карины Калайджан, которая жила в соседнем подъезде. По дороге на работу Карина увидела, что ее дом горит. Спасла маму, документы, все, что успела. Я бегом на второй этаж через крышу залезла в окно. Успела достать свои документы, потому что пожар уже пошел на мою сторону. И я никак не могла дойти до других комнат. Я достала то, что смогла, документы, детские вещи. И так как телевизор рядом стоял, я захватила и телевизор. Хотела залезть второй раз. Второй раз хотела залезть, но уже пожарная приехала, уже меня не пустили, потому что я там надышалась дыма. И мне было очень трудно. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Несколько человек находились на тот момент в доме, но успели выбраться. Несмотря на усилия пожарных, дом сгорел буквально за считанные минуты. Причиной послужило замыкание в сетях. 26 апреля в 12 часов 07 минут начался пожар. Я была на работе, в школе. Мне позвонили, сказали, что горит дом. Ровно за 7 минут я доехала на такси, но дома уже не было. Моей квартиры уже не было. На место сразу же прибыли представители гагарской администрации. В этот же день пострадавших временно заселили в гостиницу. Также сразу от руководства страны им выделили по 50 тысяч рублей. По поручению руководителя гагарской администрации Юрия Хагуш была создана комиссия по решению жилищного вопроса погорельцев, в которую вошли представители городского собрания. Комиссию возглавила замглавы Хана Гунба. Помогли многим семьям. Пострадавшим предложили выделить материальную помощь с тем условием, что деньги будут потрачены на приобретение жилья. Если подводить итоги работы нашей комиссии, то на сегодняшний день я могу сказать, что вопрос с семьями нами решен. Решение разное. Было заявление со стороны матери-одиночки с 2 детьми. Государство, мы ей купили квартиру в поселке Ипнаре, 2-комнатную квартиру, в которой жить можно, которая сегодня в ремонте не нуждается. У нас были обращения с просьбой оказать содействие в оформлении участков в последующем для строительства небольшого дома. Депутаты районного собрания помогли оформить их земельные участки, а дальше мы уже выделили им материальные средства для строительства дома в будущем. Были такие обращения, у кого-то уже есть в поселке Алахадзе участок, которые также обратились с просьбой построить там дом на строительные материалы. Это заявление мы тоже удовлетворили. Есть пожилая женщина, которая переехала жить к своей дочери, но нуждается в улучшении жилищных условий, чье заявление мы также одобрили. Вот таким путем, разными методами решения, на основании поданных заявлений, рассмотренных комиссионно, мы одобрили 7 заявлений, 7 жилищных вопросов мы закрыли. Всего пострадали 11 семей. На сегодняшний день проблема обеспечения жильем 7 из них решена. Однако не все согласны на предлагаемые им варианты, поэтому их жилищный вопрос решается медленнее. У нас есть еще 4 семьи, с кем вопрос еще не решен. Среди них 3 готовы принять наши предложения, но есть семья, которая на наше предложение предоставить им 2-комнатную квартиру, которая сегодня не нуждается в ремонте, с учетом того, что в семье есть пожилой человек и нужно предусмотреть невысокий этаж, нами был предложен 3-й, но они отказались. Дом по улице Демирджипа был очень старым и ветхим, а условия проживания оставляли желать лучшего. Здание было в ведомстве КБРЦ. На его ремонт нужны были большие средства, которыми реабилитационный центр не располагал. Злата Симонова сейчас живет в поселке Бзыбь и новым жильем довольна. Сейчас администрация, спасибо ей огромное, выделила мне
квартиру на Ипнаре. Я очень довольна. Очень. Квартира какая? Квартира двухкомнатная с огромной лоджией. Слава богу, там мы еле ютились, потому что у нас дом был барачного типа. И там невозможно было для проживания жить. Никто из пострадавших жильцов дома по улице Демирджипа не остался без крыши над головой. Кому-то помогли построить новое жилье, а кому-то выделили деньги на ремонт уже имеющегося. Я сейчас живу в поселке Псахара. У меня там есть свой небольшой домик. Моя мама тоже со мной. Администрация вот немножко помогла денежкой, потому что у меня дом находится как говорится, в ремонте. Хоть кое-что сделали, ремонт, хоть моя мама живет сейчас более-менее нормально. Она сейчас ей 80 лет. У нее давление, у нее ноги, она не может ходить. Получили денежку, вот спасибо большое. Сейчас у нас идет ремонт, работает бригада, так что мы очень благодарны. Мне дали кусок земли, я так захотел лично кусок земли, и выделили средства на строительство дома. Вот. Все это при поддержке местных. Да, это все благодаря им, конечно. Больше хочу очень сильно поблагодарить на самом деле главу администрации, всех депутатов, которые на самом деле непосредственно стояли рядом, занимались с нами. Данный дом хоть и не находился на балансе администрации, но они жители нашего района, и одновременно много семей остались без крыши над головой, и оставить их наедине с их проблемой мы не имеем права. В работе нашей комиссии очень высокую активность проявили наши депутаты. Это Рауль Запшба, это борцы Цахра, которые проделали большую работу в решении данного вопроса. Вопрос обеспечения остальных 4 семей жильем решается комиссией. Гугу Цавардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.